Вы слушаете аудиоподкаст «Дерс», посвященный истории народов Крыма. В этом эпизоде курса лекций кандидата философских наук Надира Бекирова вы познакомитесь с концепцией появления коренных народов Крыма и с процессом заселения полуострова различными этносами с древнейших времен. Мы также рассмотрим генетическую и культурную преемственность этносов Крыма и обсудим, почему теория геноцидов является ошибочной. Алиса, как ходят в гости крымские татары? Крымские татары не ходят в гости с пустыми руками. Чаще всего берут с собой сладости и кофе. А какой кофе пьют крымские татары? Раньше это был леба, а сейчас хырым хавеси. Ну и произношение, Алиса. Тебе надо над ним поработать. Хорошо, как скажете. А где можно купить этот кофе? Его можно купить в местных магазинах, а также заказать на Wildberries. Алиса, ты умница. Поставь хайтарму. Алиса, Крым кавеса запомнила? Прежде чем мы перейдем к вопросу о том, как развивались события в Крыму в связи с вторжением готов и аланов и разрушением того межэтнического и культурного баланса в Крыму, который сложился к III-IV веку нашей эры на территории полуострова, я бы хотел поговорить немножко о том, как вот это появление новых, условно говоря, выражаясь нынешними терминами, новых народов в Крыму, традиционно интерпретируется в российской, советской и постсоветской историографии. Тема возникновения и становления крымской культуры практически не ставилась в научной литературе. Говоря «крымская культура», мы имеем в виду не совокупность различных видов и форм культурной и хозяйственной деятельности, бытующей в современном Крымском регионе, а феномен, который развивался на этой территории с древнейших времен, обретая в ходе своего развития уникальные неповторимые черты, содержание и характеристики, отличающие ее, делающие самостоятельным, отдельным, самоценным явлением в ряду других явлений мировой культуры – античной, европейской, азиатской, российской и тому подобное. Вместо этого, как в научной, так и популярной литературе, часто говорится, например, о греческой, скифской или готской культуре в Крыму. Перечень может быть продолжен, там десятки народов названы, которые, в свою очередь, более рассматриваются в контексте их первоначального происхождения или определения, и менее всего в собственно крымском контексте. Это связано с тем, что у любой человеческой культуры есть или был, если речь идет о мертвых культурах и языках, носитель, определением которого никто не занимался или не считал нужным заниматься. Связано это было, представляется, не столько с научными, сколько политическими факторами, что, к сожалению, продолжается в настоящее время. Так, применительно к истории и культуре Крыма сложилась теория, которая официально так не называется, но которая, по сути, можно было бы обозначить как теория геноцидов. Сформировался взгляд на культурную, этническую, политическую историю Крыма как на последовательность смен населения, государств и режимов. И, соответственно, отсутствие культурной преемственности, целостности, генезиса и ее существования как таковой. Такой подход условно можно было бы назвать теорией выжженной земли, когда каждая последующая эпоха в истории Крыма трактуется как начинающаяся с нулевого уровня в демографическом, хозяйственном, социальном и этнокультурном отношении. В крайнем его выражении такой взгляд можно было бы назвать теорией череды геноцидов, когда утверждается или как минимум предполагается, что смена этнических названий в населении Крыма является следствием тотального уничтожения прежних насельников и до основания разрушения их культуры. Безусловно, это дает совершенно ложные ориентиры не только в узком научно-историческом понимании, но и в массовом сознании как современного крымского населения, так и в более широком социальном контексте. Ошибки ученых, недоработки ученых или специальная слепота, искусственная слепота ученых становится базой для неудачных управленческих и правовых решений. В этом смысле научно-популярная
и художественная литература становится фактором внедрения в общественное сознание ложных, иногда даже конфронтационных или деструктивных стереотипов, что никак не способствует межэтническому и гражданскому согласию и взаимопониманию. Такое, с позволения сказать, понимание истории Крыма демонстрирует, например, следующее утверждение, содержащееся в академическом исследовании 2016 года. Крымские татары не являются первопоселенцами на полуострове, но скорее потомками завоевателей, истребивших и обративших в рабство местное население – тавров и половцев. Вы просто вдумайтесь. Тавров и половцев. Как бы читатель не относился к концепции татаро-монгольского нашествия XIII века, но истребить и обратить в рабство тавров, которые перестали существовать как отдельный этнос во II-III веках нашей эры, они просто никак не могли, потому что появились в Крыму через 1000 лет после этого. Что совершенно не смущает автора, получившего грант Российского научного фонда. С теми или незначительными отклонениями подобную точку зрения навязывают читателю иные авторы. Например, в 1475 году княжество, речь идет о Феодоре, перестало существовать, полностью уничтоженное турками, а его территория стала непосредственно турецкой, превратилась в турецкий Кадылык округ. Или захват Крымского полуострова был осуществлен в обычной монголо-татарской манере. Половцы, жившие в степном Крыму, были уничтожены или подчинены, города и поселения сожжены. Или достигнувшие третьей гряды крымских гор германцы, речь идет о готах, уничтожили позднее скифское государство и большую часть его населения, разрушив в предгорном Крыму его столицу Неаполь, городище Усть-Альма, Алмакермен и поселения. Или в VII веке до нашей эры скифы почти полностью вытеснили киммерийцев из Крыма. Или полновластному владычеству скифов на полуострове положили конец племена сарматов в первой половине III века до нашей эры. Археологи находят следы настоящей катастрофы, были сожжены и разрушены сотни поселений, их жители погибли. При этом практически всем историкам, кроме того, кто писал о подчинении или истреблении скифов, известно, что скифы в Крыму исчезают только в III веке уже нашей эры. Не до нашей эры, а нашей эры. Но хронологическая корректность для таких исследователей вообще не представляет интереса. Разница в полтысячелетия, 500 лет – пустяк. Главное – пожары, погибель и желательно всех до последнего. Это совершенно не соответствует обычным историческим процессам, в том числе в других частях мира, в том числе в тех частях мира, которые подверглись колонизации, и где действительно был совершен геноцид, но признанный, так сказать, в мировой истории, касается ли это коренного населения Америк, или там части Африки, Азии и так далее. Но даже и там процессы были гораздо сложнее, чем просто замена одного населения другим. Опять-таки, возвращаясь к вопросу о населении Латинской Америки. Что население нынешней Латинской Америки только и исключительно это потомки конкистадоров или тех европейцев, и не только европейцев, которые въехали на территорию Латинской Америки после подчинения их Испании или Португалии? Как раз не так. И, кстати говоря, именно разница и в генетике, и в культуре, и в большей части даже именно в культуре, привела к тому, что в XIX веке бывшие испанские и португальские колонии воевали за свою независимость. Они не считали себя испанцами, они не считали и не чувствовали себя испанцами, они не считали Испанию своей родиной, они не считали Испанию своей страной, а рассматривали ее как чужеземное иго. То есть, это даже в классических случаях такого общепризнанного в истории геноцида массового, завоевания, подчинения, и то в значительной степени признается, что нынешнее население, нынешнее культурное и государственное образование в этих странах не являются идентичными первоначальным завоевателям. В Крыму же это было еще в меньшей степени, и я это обосную. Является абсолютно установленным историческим фактом, что к моменту появления российской военной администрации на территории Крымского полуострова на нем проживало несколько народов. Это просто документальные свидетельства, закрепленные в российских источниках. Крымские татары,
тюрки-мусульмане, караи, тюрки караимского вероисповедания, иудеи-раббаниты, говорившие также по-тюркски, получившие впоследствии имя крымчаки. Слово «крымчаки» возникло в XIX веке для обозначения тех иудеев, кто были тюрки по языку и культуре, но при этом были иудеями, в отличие от более поздних переселенцев, которые были действительно теми, кого мы называем евреи. Урумы – это православные тюрки, говорившие на языке очень близком к крымстатарскому, и кроме религиозных отличий, имеющие массу общего в культуре со всеми другими коренными народами Крыма. И это румеи, православные, бывшие подданные Восточной Римской империи, говорившие на особом наречии, не совпадающем ни с древнегреческим, ни с новогреческим языком. У них был совершенно свой своеобразный язык, который, да, похож на греческий, но который отличается от двух официальных греческих языков. Наконец, это армяно-кыпчаки, тюркоязычные последователи армянской апостольской церкви. То есть, они армянами были по своему вероисповеданию, но по культуре и в значительной степени, вероятно, по генетике, это нужно проверять, были также близки к другим коренным народам Крыма. Именно российская администрация вывезла под конвоем из Крыма 3 последних народа, то есть урумов, румеев и армяно-кыпчаков. Это было очень некрымское поведение пришельцев, как мы покажем ниже. Причем общая их численность, так называемых крымских христиан, на лето 1778 года достигала как минимум 31 тысячу человек, не считая всех остальных. Их не вытесняли ни крымские татары, ни турки, ни кто-либо другой из тех, кто к этому моменту жил в Крыму. Так был создан реальный и документированный прецедент первой этнической чистки в Крыму. Возможно, он идейно и лег в основу будущей концепции уничтожения или вытеснения в Крыму этноса этносом. Логически возникает неразрешимый парадокс. Все всех вытесняли или вырезали. А вот эти совершенно реально жившие в Крыму народы разного вероисповедания с особенностями в их культуре и языках взялись откуда? Очевидная абсурдность концепции выжженной земли заставляет некоторых авторов делать оговорки. В Крыму в разное время обитали тавры, киммерийцы, скифы и греки, сарматы и римляне, готы, гунны, авары, болгары, хазары, славяне, печенеги, половцы, монголы, татары и крымские татары, итальянцы и турки. Их потомки живут на Крымском полуострове и сейчас. Но неизбежно возникает вопрос, а кто они и где они, эти потомки? Все 3 миллиона нынешних жителей Крыма, в том числе приехавшие вчера? Однако такое самое общее заявление не дает ответа на вопросы. А почему же тогда этой самой череды геноцидов и вытеснений не было? Каков механизм преемственности в этнокультурной истории Крыма? Каким результатом нас приводит принятие и признание этой преемственности? Предпосылками методологической слабости крымоведческих работ культурологического и историко-культурного плана является несколько изначально ущербных отправных точек анализа. Исследование пытается опираться практически исключительно на письменные и археологические источники. Без них, разумеется, не обойтись. Но в крымской истории, в отличие от аккадской или древнеегипетской, существуют ее живые субъекты, участники, носители, преемники, наследники тех драм и трагедий, которые разворачивались на территории полуострова на протяжении тысячелетий. Крымские татары, караимы, крымчаки. Не изучая их антропологию, традиционную экономику, обычаи, одежду, музыку, фольклор, жизненный уклад, традиции, языки и говоры и так далее, неизбежно упускаешь огромный материал, отсутствие которого нельзя ни заменить, ни уравновесить никакими документами или осколками горшков из-под земли. Но это не случайность, а сознательный выбор исследователей, еще до начала своих изысканий сознательно отделявших исследования крымской истории и культуры от ее все еще живых носителей, не желающих и не считающих нужным изучать ее за пределами раскопок и архивов. Далее. Не менее сознательное игнорирование тюркского компонента в древней средневековой истории Крыма.
Причем, с одной стороны, это проявляется в сознательном отказе вовлекать в свои исследования тюркский материал, что часто заводит исследователя в тупик. Смотрю, но не вижу. А почему не вижу? Потому что никогда не интересовался ни тюркским языком, ни культурой, и даже видя очевидные ее памятники, ее феномены, я их не замечаю. С другой, сознательное невежество исследователя в тюркских языках, культуре и истории вообще. Он не знает и знать не хочет. А зачем оно мне надо? Что нередко также заводит в непреодолимые дебри. Вижу, но не понимаю. К этому прибавляется тесно связанная с первыми двумя факторами ни на чем, по сути, не основанная презумпция преобладания ираноязычной идентичности в кочевых культурах Причерноморья и Крыма. Об этом на материалах истории и культуры киммерийцев и скифов мы уже говорили. Это некий постулат, внесенный в свое время в советскую историографию, ввиду политической необходимости исторически оправдать депортацию тюркских народов крымско-кавказского ареала, застрявшие в виде общего места в любых рассуждениях о крымской и северокавказской истории. Поразительным образом, одним из первых мыслителей, сбросивших эти шоры с глаз, был не официальный ученый, а поэт и художник Максимилиан Волошин, который долгое время прожил в Крыму и как человек с большим интеллектом и с большим кругозором, который бывал за границей, в Италии жил и так далее, он мог сопоставлять множество живых фактов, с которыми сталкивался, в том числе он жил в окружении, непосредственном контакте с крымскими татарами, и он выразил свое понимание крымской истории и идентичности в непревзойденной образно-эмоциональной манере. Здесь, в этих складках моря и земли, людских культур не просыхала плесень. Простор столетий был для жизни тесен. Хотя нужно признать, что его эссе «Культура и искусство. Памятники Крыма», написанное практически 100 лет назад, по глубине своего понимания истории культурного процесса в Крыму и его связи с носителями становящейся крымской культуры до сих пор не просто актуально, а в значительной мере опережает труды официальных работников науки. Главным методологическим преимуществом Максимилиановым Волошинову было как раз его вовлеченность в реальную жизнь коренных народов и культуру Крыма. Его, как исследователя, интересовали не только развалины прошлых тысячелетий и сказания старины глубокой, но само соприкосновение наблюдения и осмысления действительности, в которой находилась и которую творили носители, творцы крымской культуры. Крым, несмотря на свою исключительную красоту, привлекающую художников и туристов, воспеваемый сотнями поэтов и писателей, расположен в географической зоне, требующей внимательного и бережного обращения с природными ресурсами тех, кто живет в Крыму постоянно. Они приезжают сюда для отдыха и развлечения, так было всегда. Развитие техники и знаний позволяет людям все более эффективно использовать природные ресурсы, а значит увеличиваться численно на территории Крыма. Однако существует граница, переход через которые может породить достаточно сложные и не имеющие легких решений проблемы. С этим сталкивались и множество поколений прежних жителей Крыма. Поэтому одной из составляющих крымской культуры еще на ранних стадиях ее развития, то есть в ту эпоху, когда тавры соприкасались с киммерийцами, скифами и первыми эллинскими поселенцами, было бережное и рачительное отношение к его природным возможностям и запасам. Это сказалось на особой экологичности традиционной крымской культуры. Если говорить о полезных ископаемых, то, с одной стороны, в Крыму есть много чего, но находится это в таких количествах и так распределено по территории полуострова, что для их использования нужны специальные технологии и оборудование, недоступные еще 100-200 лет назад. Да и в принципе, вряд ли превращение Крыма в одну большую шахту или карьер отвечает интересам его жителей. С другой, многое из того, что нужно жителям Крыма, отсутствует на полуострове и всегда отсутствовало. Так, например, в эпоху бронзы все изделия приходилось завозить из-за пределов полуострова, потому что на нем нет залежей меди и олова, без которых никакой бронзы получить нельзя. Крым, как стало общепринятым говорить, очевидно делится на 3 природно-климатические зоны: побережье, горнолесную часть и степь. Они отличаются не только температурой, но и множеством других важных условий – почвами, растительностью, наличием воды, путями сообщения с животным миром.
Это создавало свои правила игры для всех, кто жил на этих территориях. Крымское побережье – теплая приморская зона. Фактически цепь бухт, отрезанных друг от друга скалистыми мысами и лесными зарослями шириной в 1-2 километра. Долгие тысячелетия общение между селами и городками Южного берега было гораздо удобнее по морю, нежели по лесным колдобистым тропам. Первая дорога вдоль берега Крыма была построена только в XIX веке. Еще Пушкин из Керчи плыл по морю сначала до Феодосии, потом до Гурзуфа, потому что по суше это было сделать очень сложно. И вот вопрос. Кто-нибудь видел на южном берегу Крыма поля, засеянные пшеницей или чем-то вроде этого? Это при нынешней-то агрохимии, тракторах и так далее. Кизилом, орехами, грибами и куропатками прожить было нельзя. Основным продуктом была рыба и морепродукты. Все остальное приходилось выменивать на них у более северных или южных из-за моря соседей. Появившиеся значительно позже садовые насаждения, огороды и виноградники также давали больше предмет обмена – вино и фрукты, чем основу для собственного питания. Собственно говоря, к III веку нашей эры это и сложилось на южном берегу в результате взаимодействия тавров, эллинов и постепенного проникновения в Крымские горы скифов, которые оседали на землю, становились земледельцами и садоводами. Для них приходилось расчищать, выравнивать склоны, превращая их в террасы, подводить к ним воду из источников, годами удобрять и все время поддерживать в пригодном состоянии. Через какое-то время расширять их стало просто некуда. Как известно, такая ситуация возникла позже и в Нидерландах. Но там относительно пологий спуск в море позволил сделать такие огороженные морские террасы, которые в случае наводнений заливались морской водой. В Крыму это было практически сделать невозможно. Почти то же самое можно сказать про горно-лесной Крым. Там жизнь попросторнее, есть древесина, но воды также не очень много, а небольшие поля с дополнением очень ограниченного количества домашнего скота когда-то достаточно давно заняли практически все пригодные для этого места. Знаменитые яйлы, крымские плоскогорья, даже по своему названию яйляу, джайляу, на крымсатарском и других тюркских языках, это вообще-то литование, литовка, что само по себе указывает на ограниченные возможности их использования. Зимой там было делать нечего. На зиму выпасаемый там скот нужно было перегонять в другое место и кормить его еще чем-то. Крымская степь в древности и раннем Средневековье была непригодной для земледелия из-за нехватки воды и засухоустойчивых культур. Для скотоводства ее самой по себе было недостаточно. 2-3 месяца весной и ранним летом, когда есть новая трава, потом полупустыня. И эта ситуация в Крыму продолжалась вплоть до строительства Северо-Крымского канала. А зимой еще и холод, бескормица для скота, отсутствие топлива и снова-таки воды. Поэтому крымские кочевники были не вполне крымскими. Им всегда нужны были степи за перешейком, где они и проводили большую часть года. Там и травы больше, и с водой проблем нет. И в лесостепи хоть чуть-чуть, но легче с топливом. Если их запирали в Крыму, они немедленно свабли, как происходило с киммерийцами, а потом со скифами, и много раз повторялось позже. Если взглянуть на Крым с точки зрения его сообщения с внешним миром, видно, что Крым в Крым или из Крыма ведут 3 основных пути. По суху через перешеек, почти по суху через Керченский пролив и по морю. Сам Крым напоминает мешок, в него легче попасть, чем выйти из него, особенно если входы заблокированы. Сухопутное сообщение более быстрое и эффективное, но оно подвержено множеству рисков, связанных с ситуацией вокруг Крыма. Сообщение по морю более спокойное, стабильное, но гораздо более медленное и менее эффективное в смысле доставки необходимых Крыму товаров или вывоза их из него. Вкупе с природными условиями это создавало, да и сейчас поддерживает ситуацию, когда Крым заинтересован в постоянной транзитной торговле, когда все, чего ему не хватает, он должен завозить, в том числе и издалека. А в обмен на это вывозить не только свои собственные товары, которых может и не быть, а служить перевалочной базой для передачи других товаров, тоже завозимых издалека. Полуостров всегда было относительно легко захватить.
так как его собственное население и ресурсы были недостаточны, чтобы противостоять внешней экспансии. Но достаточно трудно было удержать по этим же самым причинам. За пределами Крыма относительно легко было собрать большую армию, даже не обязательно профессиональную, просто вооруженную толпу, все зависело от эпохи, когда это происходило, которая многократно превосходила по численности защитников полуострова. Поэтому почти все вторжения заканчивались успешно. Однако большая армия или масса захватчиков, победив, оказывалась перед вопросом, а что делать дальше? Можно было, разорив местное население или даже перебив его, продержаться, используя награбленное, особенно продукты, несколько недель или месяцев. А дальше? Золото или шелк невозможно есть. Воды в Крыму всегда было недостаточно. Даже после самого успешного вторжения основная масса захватчиков вынуждена была уходить из Крыма. Причем надолго. Чем сильнее Крым ограбили, тем дольше это невозможно было повторить. Если по каким-то причинам какая-то часть захватчиков оставалась, то меньше, чем жившее в нем до вторжения населения. Потому что разоренное хозяйство не могло давать столько продукта, как до войны. И его еще нужно было восстанавливать. В древние времена и Средневековье Крымские горы, хотя и не являются таким серьезным препятствием, как Кавказские или Центральноазиатские, при надлежащей обороне ставили перед армией вторжения дилемму. Особенно это касалось степных конных народов, привыкших к мобильной войне в конном строю на открытой местности, а не к штурму горных укреплений пешим переходом в горах, где невозможно было эффективно использовать лук, а схватку приходилось вести спешившись, большей частью небольшими группами или даже индивидуально. А стоит ли игра свеч? Что мы захватим вон в той маленькой крепостце или в пещерном городе, отгороженном от долины, труднодоступным для атаки, из-за чего мы положим кучу народу и застрянем здесь надолго. Для преимущественно земледельческих народов захват Крымских гор также не представлял огромного интереса. Пригодной к обработке земли в них было и есть мало, особенно если речь идет о реально кормящих культурах – просе, пшенице, ячмене. Захватывать горы, чтобы выращивать фрукты, точно не имело смысла. Так было не прокормиться. Не проще ли было, забрав то, что удалось забрать на равнине в предгорьях, возвратиться туда, откуда пришли? Надо иметь в виду, что военный грабеж считался на протяжении тысячелетий законной добычей практически у всех народов и государств. А сейчас, когда это считается незаконными действиями, тем не менее по-прежнему широко распространено. Ну, если уж не вернуться совсем куда-то далеко, откуда пришли, то как максимум остаться в той же степи или предгорьях, не мороча себе голову тем, как выжить в горах. В горах поселялись те, кто не имел другого выбора. В такой ситуации были тавры, поскольку эффективное сельское хозяйство в Крымской степи в ту эпоху, то есть практически в эпоху каменного века и начала бронзы, было почти невозможно. Да и культур таких еще не было у тавров, и не было источников воды. Поэтому сельское хозяйство, причем именно в горно-лесной местности, начинает развиваться у тавров и у тавроскифов именно в результате взаимодействия с эллинами. И в конце концов, где-то ко II-III веку набирает как бы вес и силу. Вторая основная причина уйти в горы – спасение от захватчиков, когда выбирать особенно не приходилось. Но, разумеется, это могли быть относительно небольшие группы. Не могло быть и речи о десятках тысяч или даже многих тысячах людей. Ну, к примеру, я не знаю, как это считали, но по некоторым оценкам первоначальное количество тавров в Крымских горах – это 5000 человек, а в позднюю эпоху якобы 15-20. И то я думаю, что это было достаточно сложно для тех времен, для грани тысячелетий. До нашей эры и нашей эры. Надо себе представить хозяйственные возможности людей. Что они сажали, как они выращивали, сколько у них могло быть скота, как они могли все это обменять на что-то и так далее. То есть хозяйство было предельно экстенсивным, без всяких технических или агрохимических ухищрений. Пережив нашествие,
Те, кто спаслись, если получали такую возможность, возвращались как минимум в предгорье. И они должны были договариваться с захватчиками. Однако, что интересно, и новые хозяева, вчерашние захватчики, были обречены на договоренности и компромиссы. И дело было не в гуманизме или высокой морали. Успешные завоеватели в массе своей не могли надолго остаться в Крыму. Было просто негде и не на что. Оставались те, кто готов был по разным причинам изменить свой образ жизни, вплоть до бытовых привычек на, условно говоря, крымский. Появление, пусть даже насильственное, нового населения или народов на какой-то территории вовсе не обязательно означает чисто механическую полную смену как самой человеческой популяции, так и культурной картины с одного этнического образца на другой. Народы, поселявшиеся в Крыму, изменяли свой образ жизни и традиционную культуру с учетом местных природно-географических условий и учились друг у друга. Более того, в случае удачного завоевания, если только это не был просто грабительский набег, победившая сторона через некоторое время обнаруживала, чтобы жить в Крыму, нужно учиться у побежденных, перенимать их опыт, менять привычные стереотипы поведения и культурные образцы. Если ты победил и ограбил, на это можно было прожить месяц-другой. Но если оставался жить на годы или навсегда, грабить было больше некого и нечего. Нужно было начинать производить самому, причем так, как позволяла природа Крыма, а не так, как привыкли, может быть, десятки поколений предков. А кто лучше всех знал, как это сделать? Да вчерашние проигравшие, потому что именно они жили здесь уже столетиями и обкатали наиболее оптимальные формы и способы жизни, начиная от архитектуры, заканчивая одеждой и орудиями труда. Известен пример из XIX века, когда первое поколение эстонских колонистов, прибывших в Крым, стало строить привычные им островерхие дома в несколько этажей. Это подходило для климата Прибалтики, где много дождей и снега и много строительного материала и топлива древесины. Но для Крыма эти дома оказались совершенно неподходящими. Эстонские поселения в Крыму располагались в степи. Дома были холодные, отапливать их было нечем. Островерхие крыши требовали ухода без всякой пользы для жизни. Второе поколение эстонцев стало строить дома по образу и подобию традиционной крымской архитектуры. Не очень высокие, одноэтажные, с плоскими крышами. Национальное эстонское осталось в интерьере, но и оно оказалось адаптированным к условиям и возможностям жизни в Крыму. Были ли эти дома крымско-эстонского образца такими, каким они были, например, у крымских татар? Не вполне. Что-то эстонское в них там, в окнах, в дверях, в убранстве оставалось. Но были ли они такими, как у эстонцев Эстонии? Тоже нет. В древние времена происходило примерно то же самое. Но, конечно, оно касалось не только архитектуры или, скажем, посуды, а всех проявлений культуры. Есть еще один щепетильный момент, обычно не вполне проговариваемый в литературе в связи со своей некой скабрезностью. Одним из последствий военной победы любого завоевателя в те времена, а жизнь показывает, что и по настоящее время, несмотря на все правовые стандарты по защите гражданского населения, закрепленные в современном международном праве, были массовые изнасилования. Изнасилование осуждается современным обществом как одно из тяжких преступлений против личности. Соответствующие нормы есть и в законодательстве практически всех государств. Это, однако, не отменяет фактов. Один из основоположников современной теории этногенеза, Лев Гумилев, в своем интервью газете «Молодежь Якутии» от 30 марта 1989 года говорит, цитата: «Современные армяне только по культуре, а по этническому содержанию, наполнению они смешанный народ. Там были арабы, сельджуки, османы, персы, римляне, греки, русские, были войны, солдаты насиловали женщин, это было массовое явление. Почему-то считается неприличным об этом говорить. А в результате произошла полная смена этнического наполнения армянского и других древних народов. Поэтому они и существуют. Но современные армяне, евреи, корейцы – это этнически уже другие народы, хотя культурные традиции остались». Конец цитаты.
Это относится не только к армянам, а практически к любому народу земли, подвергшемуся в своем прошлом нашествию извне и потерпевшему поражение. Вряд ли есть народы за всю свою историю, избежавшие этого. То есть можно более-менее уверенно утверждать, что это касается любого народа. В чисто биологическом, если угодно, генетическом плане последствием массовых изнасилований является массовое рождение детей метисного типа. Их матери – представители покоренного или разбитого народа. Отцы – вчерашние завоеватели и насильники. Однако, уже в течение ближайших 100 лет взаимоотношения внутри этой общности существенно изменяются. Насильники, оставшиеся жить на этой земле, если вместе с ними не было их семей, а при продолжительных и далеких завоевательных походах их быть не могло, по совершенно естественным причинам не могут все время заниматься насилием и грабежом. Я уже это объяснил. Им приходится переходить к производительному труду, не считая, может быть, очень немногочисленной знати, и заводить семьи. Дети во втором-третьем поколении становятся наследниками и культуры, и генетики, и языка своих родителей. Если они даже перенимают этническое название победителей, что чаще всего и происходит, например, если готы победили скифов и господствуют на этой территории, то как, по-вашему, как будут называться те, кто ведет свое начало от победителей? Вот вам и пожалуйста. После готского нашествия, аланского нашествия, это был союз готов и аланов, разумеется, через 20, 30, 50, 100 лет, пока там не произошло что-то еще, их потомки так и называются готами и аланами, хотя по крови и по культуре они уже не те же самые. Они не совсем те, кто завоевал родину их предков. Здесь просто невозможно проследить все последствия такого смешения генетики и культур. Понятно, что возникает некая новая культура, частично вбирающая культуру родителей, частично что-то утрачивающее. Через 2-3 века в условиях отсутствия регулярного всеобщего образования, а так было вплоть до 19-20 веков, всеобщего обучения истории, у новых поколений складывается впечатление, что так было всегда и по-иному быть не может. Когда говорят об исторической памяти или генетической памяти, разумеется, она есть, но она сохраняется в самых общих чертах. Приложите эту ситуацию к себе. Попытайтесь себе представить, что вы знаете о своих предках, которые жили 200-300 лет назад, о ваших персональных предках, которые жили 200-300 лет назад. Вычтите при этом все, что вы учили в школе, забудьте. Учтите, что за эти 2-3 века, возможно, они, вы или там кто-то между вами и вашими 300-летней давностными прадедами поменял место жительства, а может быть и не один раз. И попытайтесь сейчас рассказать, что вы знаете о своих предках за последние 200-300 лет, не из книжек, написанных другими людьми и прочитанных вами или в интернете или еще где-нибудь, а из, собственно говоря, ваших собственных семейных рассказов и преданий. Много ли? А если это еще та эпоха, когда не было ни фотографий и ни писем, ни официальных фамилий, ну-ка попытайтесь описать, как они выглядели, как одевались, как разговаривали, какие у них были привычки, что они больше всего любили готовить, какие праздники отмечали. Ну-ка. А теперь отнесите эту ситуацию на 1000, на 2000, на 3000 лет назад. Новая культура заявляет о себе как о самостоятельной и существующей самой по себе. Воспоминания остаются в фольклоре, в легендах, сказаниях, некоторых странных необъяснимых обычаях, орнаментах, мелодиях, некоторых блюдах, напитках, характерных для данной местности и тому подобном. Все, кто в разные эпохи жили в Крыму, даже если они появлялись на полуострове в качестве завоевателей или мигрантов, очень быстро были вынуждены переходить к поддержанию мирных отношений с соседями. Да и в самом Крыму, и к установлению взаимовыгодной торговли, без чего в Крыму было не выжить. Так географические условия влияли на поведение людей, живших в Крыму, и создавали некоторые общие черты и особенности крымской культуры, отличавшие ее от других культур, в том числе соседних регионов. Например,
очевидным образом культура Крыма как полуострова отличается от культуры Великой Степи с ее размахом. Или от культуры, скажем, Малой Азии, да, и уж тем более каких-то там более северных или более южных регионов. Это все приходится учитывать, когда мы говорим или пытаемся понять особенности крымских народов, начиная с античных времен. Сведения об этих народах встречаются во множестве древнегреческих источников, частично их культура изучается по археологическим останкам поселений, погребений и других сооружений, дошедших до наших дней. Однако до сих пор остается неясным вопрос об их этнической идентичности. Родственниками каких современных народов по языку, расово-антропологическому типу они были? Конечно, вот эти гаплогруппы в генетике – это уже первый шаг в этом направлении. Но чтобы было понятно, насколько это сложно, скажу, что люди по своему генотипу отличаются от шимпанзе всего лишь на 2%. Изменения в 2% дают нам либо Homo sapiens, либо шимпанзе. А различные человеческие расы отличаются друг от друга. Это очень грубо, но сейчас примерно оценивают в 0,2%. Не говоря о том, что на самом деле, где-то в 19-м, начале 20 века пришли к выводу о наличии 3 человеческих рас: европеоидной, монголоидной и негроидной. На самом деле уже 20 век показал, что в рамках вот этих, условно говоря, больших рас есть по 5-6 разных типов, довольно заметно отличающихся внешне, что мы видим просто в нашей жизни. Особенно при той интенсивности общения, которая сейчас есть у людей, когда мы видим не только соседей по своему селу, там, кварталу, дому, но и в кинофильмах, видео, там, при путешествиях, в лицах каких-то приезжих людей, ранее нам невиданных. Огромное разнообразие, которое не всегда даже в эти расовые рамки укладывается, учитывая особенно метисацию. И кроме того, между этими 3 основными расами тоже есть разные переходные типы, причем некоторые древние, а некоторые появившиеся вчера. Мама и папа из разных рас, вот тебе, пожалуйста, ребенок метис, мулат там или еще кто-то. Сама огромная удаленность во времени и отсутствие прямых потомков этих народов, прямых в каком смысле? Прямые потомки есть, но это потомки, которые вобрали в себя влияние всех последующих народов. Опять-таки, для того, чтобы было понятно, давайте просчитаем очень простую вещь. Какой бы то ни было ребенок наследует генетику своих родителей в пределах 50%, да? То есть сын или дочка – это 50% генетики матери, 50% генетики отца. Внук уже 25%. Да? Правнук 12%. Праправнук, там получается 6, да, около 7. Дальше это уже 3, а дальше это уже там 1,5, 1 и так далее. А я ведь сосчитал всего лишь 7 поколений. А стандартная продолжительность жизни поколения, в смысле не продолжительность жизни, а смена поколений происходит каждые 25 лет. Это примерно тогда, когда люди достигают половой зрелости и могут рождать новых детей. Так вот, умножьте 25 на 7. Это получается меньше, чем 200 лет. То есть, в течение 200 лет генетика человека, являющегося прямым потомком своих прадедов, прабабок, от них получает всего лишь 1,5-2%. А если это не 200 лет? И при этом получается, что у него же есть какой-то 1,5% от 200-летних своих предков, но у него есть 50% от своих непосредственных родителей. А теперь эту картину перемножьте на те 2500 лет, когда мы говорим о Крыме и о крымских народах, начиная с 5-6 века до нашей эры. Сама огромная удаленность во времени отсутствия таких прямых потомков, которые на 100% или хотя бы даже на 50% или на 30% являются носителями генотипа своих предков, в настоящее время делает очень трудным понимание особенностей их культуры, мировоззрения, хотя иногда сохранились прекрасные образцы художественной культуры. Например, тот же самый знаменитый скифский звериный стиль.
Нужно принять во внимание, что современное понятие «народ» при всей его многозначности, которым, я оперирую, и практически все оперируют, в древности с Средневековья не совсем совпадало с нынешним его пониманием. Нынешнее понимание – это не точно, но условно. Чаще всего население страны, географической области или государства. Очень часто бывало, что племена или союз племен, близко родственные по языку, внешнему облику, религии, обычаям, способу хозяйствования, живущие на соседних территориях, сами не считали себя одним народом. Часто враждовали и воевали друг с другом. И, как ни странно, наоборот, полностью несходные между собой этнические общности, имеющие разное происхождение, образ жизни и так далее, кем-то из древних авторов обозначались как один народ. Потому что он жил далеко от них, в глаза их не видел, судил по слухам или неточным пересказам, не знал их языка, их названия, их культуру мерил по привычному ему мировоззрению, пересказывая на своем языке, который иногда не мог передать особенности других названий. Не имел к ним большого интереса, поскольку они не входили в круг проблем, с которыми ему или его народу приходилось сталкиваться. Бывали и смешанные по этническому составу народы, когда какое-либо сильное племя подчиняло себе соседей, в том числе абсолютно не похожих на себя, заставляло их действовать в рамках задач, которые ставили перед собой победители. И как раз я говорил о том, что скифы, судя по всему, это союз племен, как минимум 7. Причем некоторые из них говорили на эллинском языке, что отмечали авторы. То есть они где-то раньше соприкасались с эллинами, возможно, это были метисы. Сами они разговаривали на разных языках. По образу жизни и хозяйствования они были тюркским кочевым народом, но который, вероятно, включил в себя какое-то количество ариев и носителей индоевропейских языков или наречий. Еще раз подчеркиваю, что европеоидная раса – это генетический антропологический признак, а индоевропейцы – это языковый признак. Поэтому есть европейцы, не индоевропейцы. Самый яркий пример – это баски. В определенной мере об этом идут споры. Это албанцы, которые, албанский язык в том числе, относится к числу индоевропейских, по мнению многих людей, но в то же время специалистов отмечают, что в древних пластах албанского языка есть доиндоевропейские субстраты. То есть можно быть европейцем, европеоидом, но при этом не быть индоевропейцем. И, скорее всего, первоначальные прототюрки, которые сложились на степном пространстве между Волгой и Дунаем, они были преимущественно европеоидами, но были не индоевропейцами. А монголоидность появляется позже, хотя тоже достаточно давно, еще несколько тысяч лет до нашей эры, когда эти первые прототюрки мигрируют сначала на восток, соприкасаются с монголоидами и начинают впитывать монголоидные гены. Абсолютно признанный пример – это гунны. Народ первоначально азиатско-сибирского происхождения, который за время проживания в Восточной Европе покорил огромное количество местных племен и создал на этой основе гунское государство. Для людей, не знавших всей этой предыстории, любой выходец из этой державы был гунном, а походы на Западную Европу были гунскими походами. Современные историки это прекрасно понимают. И даже, обратите внимание, что, скажем, на английском языке Венгрия называется Hungary, но если вы прочитаете не, на правильном английском, а дословно, как это напишется, то получается это Хунгари. И за этим стоит исторический факт, что мадьяры пришли в Европу вместе с гуннами, Восточную Европу. Правда, заняли нынешнюю территорию Венгрии, которая именовалась тогда Паннония, уже после распада гунского каганата. Это становится понятнее, если увидеть, что в современном мире часто происходит то же самое. Например, германоязычные народы живут и составляют большинство, по крайней мере, в 3 европейских государствах – Германии, Австрии и Швейцарии. Английский язык является не только государственным, но и реальным языком большинства населения в Великобритании, США, Канаде, Австралии, несмотря на всю разницу в этническом составе населения этих стран.
И при том, что они считаются разными народами, разными государствами. То же самое можно сказать и про испанский язык, и испаноговорящую часть человечества. Более того, можно посмотреть и на последующие тенденции в этой картине. Например, испанский язык постепенно стает вторым по значимости языком в США, а китайский – третьим, после французского в Канаде. И кто его знает, к чему это приведет лет через 100, тем более через 200. С другой стороны, если по каким-то причинам лидирующее племя утрачивало свою роль в результате военного поражения, миграции, ассимиляции, часто получалось, что эта общность племен раскалывалась на какие-то новые союзы. Или на первые позиции выдвигался другой этнос, и неожиданным образом на месте прежнего народа как будто ниоткуда возникал новый, с новым именем или правящей династией. При этом и само население, входившее раньше в один народ, или теперь разделившиеся на разные народы, и его культура оставались практически прежними. Ну, такое, например, было с кимаками, в состав которых входили средневековые татары, общность, которая называлась татары, входили кипчаки, половцы, потом кимакский каганат Асваб, и наоборот, те, кто сохранили название кимаки, кмак, они стали частью половцев. Исчезновение упоминания какого-либо народа в каких-либо документах не всегда в истории означало его физическое исчезновение. Он по разным причинам мог просто уйти из поля зрения последующих авторов, выступить под новым названием, ассимилироваться или слиться с другим народом, давая начало новому этносу. Иногда это могло быть следствием каких-то политических событий. Так, например, в советское время национальные названия крымские татары и крымчак были исключены из всех документов со специальной целью скрыть существование этих народов во время переписи и при внесении сведений в личные и статистические документы представители этих национальностей записывались под другими названиями. Ну, например, крымские татары, как правило, записывались просто татарами, а крымчаки имели варианты назвать себя евреем, караимом или русским. Вот эти три варианта допускались. Записать себя крымчаком было вплоть до 90-х годов невозможно. Как выяснилось, через 50 лет оба эти народа существуют, хотя такая политика, конечно, нанесла им урон. Есть и другой важный фактор. Человечество, кроманьонцы, возникли на сотни тысяч лет раньше античности. Это нам она кажется древностью. А на самом деле мы являемся едва ли не современниками тех событий, если брать общий возраст человечества. К этому времени человек расселился по всем континентам, во всех природно-географических условиях, сколько-нибудь пригодных для его жизни. Длительная изоляция больших человеческих популяций привела к значительным генетическим различиям, что внешне проявилось в возникновении человеческих рас, довольно-таки сильно и наглядно отличающихся друг от друга. Ну, антропологи говорят, что это произошло за последние где-то 12 тысяч лет. Ко времени, которое мы рассматриваем, а это грань нашей эры до нашей эры, начался обратный процесс. Человечество, наполнив географическое пространство, стало уплотняться, вновь перемещаться. Разделенные столетиями тысячами километров человеческие популяции стали перемещаться, вновь соприкасаясь друг с другом. Эти соприкосновения иногда вели к войнам и попыткам вытеснить, а иногда, часто наряду с этим и одновременно с этим, к смешению разных расовых типов. Появились огромные популяции, состоявшие из метисов, которые, в свою очередь, смешивались с другими. Метисы от метисов. Наряду с биогенетическим смешением происходило языково-культурное. В результате получалось так, что некоторые народы, говорившие на одном или близких языках и обладавшие сходной культурой, состояли из разных расовых групп. Это вот как раз очень близко относится к крымским татарам. Но, с другой стороны, люди одной расы оказывались в культурном отношении представителями разных народов. Ну, например, нынешние китайцы и монголы, да, и японцы. Все это происходило практически постоянно, за исключением групп, оказавшихся почему-либо в географической изоляции от других, но неравномерно. В каких-то регионах земли это шло бурно, в других медленно. В некоторых случаях новые культуры, возникавшие из смешения заимствований, чередовались и исчезали с калейдоскопической быстротой. В других они как будто застывали на столетия. Поскольку пути и время перемещения, смешения и исчезновения этих групп до сих пор в точности неизвестны,
Это создает дополнительные трудности в понимании, кто есть кто и почему. К свидетельствам древних и средневековых авторов постоянно примешивались мифы и фантастические образы, произвольные домыслы их источников и вольные интерпретации самих писателей и хронистов. Сказывалась и такая черта, присущая, кстати говоря, и современным исследователям, когда малоизвестные или малопонятные феномены чужой культуры пытались объяснить или отождествить, что было присуще культуре своего народа, привычной и понятной. Так, например, когда эллинские авторы указывали, что скифы поклоняются Зевсу, уподобляя ему сына верховного бога скифов Таргитая, надо осознать, что это была достаточно произвольная интерпретация, определенная доза, если хотите, эллинского шовинизма, считавшего всех не эллинов варварами, а поэтому неспособными к полноценному самостоятельному культурному развитию. Также оценивался и внешний облик. Подходят под наши каноны красоты, молодцы. Отличаются, значит, уроды. Хотелось бы, чтобы историческая наука смогла дать ответы на многие интересующие современного человека вопросы, касающиеся жизни древних народов, в том числе в Крыму. Но до этого пока еще далеко. А существующие к настоящему времени факты и теории требуют достаточно осторожного обращения и восприятия, учитывая еще возможность ошибок и оговорок, на некоторые из которых мы здесь указали. Однако, говоря о Крыме, мы можем сказать, что на протяжении тысячелетий в Крыму сложилась некая матрица, схема, система взаимодействия между местными и пришлыми этносами. Но, разумеется, местными и пришлыми в смысле 1000-2000 лет назад. Она сложилась еще в глубокой древности и потом десятки раз воспроизводилась с завидным постоянством на протяжении нескольких тысяч лет. Ее можно было бы описать в следующем виде. Первое знакомство. Живущие в Крыму этносы впервые сталкиваются с представителями этносов народов из-за пределов Крыма, прибывающих на полуостров в виде гостей, торговцев, военных разведчиков. В свою очередь, этносы, народы, приблизившиеся к полуострову в результате предыдущих миграций, докрымских, внекрымских, или расширения своей территории, также знакомятся с жителями и условиями жизни в Крыму. В этот период они выступают друг по отношению к другу как внешние, чуждые друг другу народы и культуры, контакты между которыми задаются их собственными интересами – торговля, грабительские набеги, политические союзы. Следующий этап. Этнос или народ, чаще всего не весь, а какая-то часть, из-за пределов Крыма принимает решение и вторгается в Крым военным образом. Причиной такого вторжения является обычно нехватка или исчерпание территории для расширения ареала проживания этноса за пределами Крыма. Местные народы, этносы Крыма оказывают сопротивление захватчикам, чаще всего безуспешное. Третий этап. Местная культура в значительной степени разрушается, хозяйство приходит в упадок, численность местного населения сокращается в результате гибели или бегства за пределы Крыма. Однако при этом практически никогда процесс разрушения и депопуляции не достигает абсолютного конца. Четвертый этап. Результатом становится некое переходное состояние, когда победившие пришельцы на какой-то период становятся политически доминирующим компонентом в Крыму. Очень недолгое по историческим рамкам время они сохраняют численное превосходство, однако значительной или даже большей их части приходится покинуть территорию полуострова, потому что природные ресурсы и возможные способы хозяйствования в условиях полуострова в каждую историческую эпоху не позволяют постоянно находиться, проживать в нем населению более некоторой предельной величины. Пятый этап. В течение последующих примерно 2 веков или 7 поколений происходит процесс антропогенетического смешения, метисации и оккультурации пришельцев и местного населения, результатом чего является а. В значительной степени усвоение пришельцами местной культуры, способа хозяйствования, образа жизни и культуры сначала материальной, а вслед за ней духовной, а также в определенной мере усвоение местным населением достижений пришлой культуры, адаптированной к условиям полуострова. Б. Возникновение нового расово-антропологического типа на базе смешения генетики пришельцев и местных, проявляющегося в соответствии с законами генетики как возникновение некого смешанного, метисного фенотипа, так и в отдельных случаях проявление внешнего вида предков, как пришельцев, так и местных.
То есть с течением времени разнообразие, так сказать, внешнее разнообразие местных народов растет. С. Изменение языка или возникновение нового языка, говоры которого несут в себя влияние языков предков как в лексике, так и в произношении и грамматике. Что же получается в результате? Совокупным результатом этих изменений становится постепенное становление новой этнокультурной идентичности, возникновение нового крымского народа, народов, этносов, внешним социально-психологическим проявлением чего выступает А. Новое этническое самоназвание. Б. Ощущение своей местности, крымскости, отличающее этот этнос от близкородственных этносов народов, проживающих за пределами Крыма, и даже от своих относительно недалеких предков, историческая память о которых сохраняется в том числе в фольклоре, устном творчестве, письменных источниках и тому подобное. С. Чувство консолидации и единства перед лицом вызовов и угроз, которые появляются перед этим новым этносом-народом из-за пределов Крыма. И Д. Совместном противостоянии или сопротивлении новым пришельцам, если таковые появляются в исторической перспективе. Очень интересным фактором, выработавшимся в результате вот такого многотысячелетнего взаимодействия между разными этносами в Крыму и появлением новых крымских этносов, вплоть до тех коренных народов, о которых мы упоминали, стала новая важная характеристика традиционной крымской культуры, выработанная в ходе столетий повторения этой матрицы межэтнического взаимодействия, а именно внутрикрымская языковая, культурная, социальная, расовая и конфессиональная толерантность, то есть терпимость, взаимоуважение, поскольку крымское население и коренные народы Крыма оказались очень различными по своему расовому типу, по своим религиям, по некоторым особенностям культуры и языкам, но в то же время все они ощущали друг друга как народы Крыма, объединенные общей судьбой и общей культурой. В следующей части цикла аудиолекций о народах Крыма вы узнаете о сарматах. Вы откроете для себя, были ли сарматы врагами скифов, являлись ли они ираноязычным народом, или же напоминали тюрков по образу жизни. Также узнаете, как им удалось создать боевую конницу и использовать железо, а также немного о их божествах и традициях.